Год назад мы, белорусы, сделали свой выбор, и его у нас украли. Украли наши голоса, наше право выбирать будущее своей страны. Наша борьба за свободу и лучшую жизнь длится уже год, и мы полны решимости продолжать ее до самой победы. Убежден, она неизбежна, но время, которое необходимо, чтобы прийти к ней, зависит от каждого из нас, от готовности продолжать борьбу и ставить общее дело выше личных интересов. Мы научились за этот год быть гражданским обществом, проявлять солидарность, помогать друг другу, брать ответственность за свою жизнь своего двора, района, города и целой страны. Но надо признать и наши ошибки. Мы не воспользовались шансом взять власть, когда весь народ массово выходил на улицы, а режим не знал, что с этим делать. Мы не смогли добиться мощных и масштабных санкций от Европы и США в первые месяцы после выборов для ослабления репрессивного режима. Что мы все делаем дальше? В рамках внутреннего давления на режим мы должны создать широкую коалицию из действующих политиков, инициатив и демократических структур. Мы проведем Всемирный конгресс белорусов, ведь нам важно быть вместе и объединить усилия, чтобы продолжать путь к свободе. Наше единство – наш шанс на победу. Важно присоединяться к плану Перемога, чтобы быть готовыми в нужный момент восстановить законность в стране и вернуть власть народу. Развитие партизанского движения – важный элемент нашей борьбы. Также мы продолжаем настаивать на вынесении проекта Народной Конституции на республиканский референдум. Мы не можем позволить режиму узаконить его беззаконие, а именно это он и планирует сделать, навязывая нам свою Конституцию. Если режим не позволит нам сделать честный выбор, мы будем бороться так же, как боролись за свой выбор летом 2020 года. Мы начали готовиться к забастовке, чтобы безопасно и массово встать против диктатора, который довел экономику страны до катастрофы. В рамках внешнего давления мы продолжим способствовать усилению санкций и изоляции режима, перекрывать ему доступ к ресурсам. Очевидно, что у нелегитимной власти заканчиваются деньги, а давать их диктатору значит поддерживать государственный террор против мирных белорусов. Преступная группировка Лукашенко совершает массовые преступления в Беларуси и организует международные террористические акты. Мы будем усиливать правовое давление на режим и добиваться признания его террористическим. Сейчас, когда СМИ в Беларуси разгромлены, а журналисты задержаны или выдавлены из страны, особенно важно каждому белорусу распространять правдивую информацию. Важно быть голосом тех, у кого его забрали. Как важно и использовать этот голос каждому – журналисту, блогеру, каждому неравнодушному белорусу, чтобы доносить друг до друга проекты и кампании, которые ведут всех нас к нашей победе. Никто не определит наше будущее за нас, поэтому мы должны быть готовы к решительным действиям, массовой забастовке, выходу на улицу, противодействию Конституции диктатора. Мы не успокаиваемся, не останавливаемся и не перестаем запускать новые кампании и вынуждать режим ошибаться снова и снова. И именно поэтому так важно участие в них каждого, кто хочет перемен. Только активность каждого белоруса, только реальные действия способны изменить ситуацию в нашей стране.